Народная стройка в одном из отдаленном и труднодоступном наследии Хангаласского района подходит к завершению. Напомним, в селе Кытылджура в августе прошлого года сгорело здание участковой больницы. На строительство новое финансирование не предусмотрено. Тогда местные жители взяли ситуацию в свои руки и отправились на гастроли. Что из этого вышло, расскажет Виолетта Засимова. Участковая больница села Кытылджура обслуживала как местное население, так и население соседнего села Исид. Всего около 850 человек. И когда случился пожар, о финансировании строительства новой больницы отказали, глава села Кытылджура Вероника Лотова созвала сельский сход, на котором было принято решение строить жизненно важный для двух самых отдаленных сел Улуса объект своими силами. Для начала были организованы гастроли по наследам Улуса и в город Якутск, но вырученные с них средства не покрывали требуемую сумму для закупки стройматериалов. Тогда глава села Вероника Лотова приняла неординарное решение и решила продать дорогой бильярдный стол, подаренный наследной администрации. На сельском сходе решили, что этот бильярдный стол мы лучше продадим и на эти деньги купим строительный материал для нашей больницы. И это очень даже нам помогло. На эти вырученные деньги купили профлист для обшивки, а также вот для крыши существующего здания. Народный депутат Илтумена Алиш Мамедов не только не обиделся, но и оказал весомую поддержку отчаявшимся кытылджуринцам. Помог стройматериалами, отправил профессиональную бригаду рабочих для отделочных работ. Все это на безвозмездной основе. И началась стройка. Всего строили около 20 человек. Разделились на бригады. Одна бригада, например, работала 2 дня, вторая работала 1 день и так далее. С 8-9 утра до 6-7 вечера работали. Как могли, конопатили, потом красили. Как время позволяло, так и помогали. Основное строительство уже завершено. Для работы в прежнем режиме необходимо восстановление статуса участковой больницы. Пока здание функционирует как врачебная амбулатория. Здесь есть процедурные, прививочные и гинекологические кабинеты, палата на 3 койко-места, столовая, лаборатория, санузел. Кабинеты довольно пустые, необходимо дополнительное медицинское оборудование, мебель и бытовая техника. Конечно, пример села Кытылджура похвален, но сами жители признаются, они не хотели такой славы. Все их действия были продиктованы острой необходимостью в медицинском учреждении. Больше они не хотят повторять данный опыт и надеются, что в будущем, в случае чего, власти окажут помощь в полном объеме. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.